Все, пошло? Ага, все, спасибо. Так, здравствуйте, уважаемые слушатели. Сегодня у нас небольшая интернет-лекция по вопросам образования чувашской автономии. Уже представлять не надо, наверное, уже представлена. Тематика, она тоже заявлена. Вначале что хотел сказать. Несколько лет тому назад проводил ряд лекций тематических по определенным вопросам становления чувашской автономии. То есть брал какие-то определенные аспекты и на основе документов, на основе фактов и их анализа строил свои лекции. То есть что из себя представляла чувашская интеллигенция, чего она хотела, чего добивалась, какие мероприятия конкретно в 2017 году, в 2018 году, в 2019 и так далее. Но часто сталкивался с таким вопросом, что когда переходишь к конкретным проблемам, то часто возникает непонимание вообще просто понятийных вещей. И поэтому сегодняшнюю лекцию решил построить не на каком конкретном периоде, а вообще просто что такое понять, что такое автономия, зачем она нужна была, как она строилась и к чему пришло и что же мы отмечаем в июне 2020 года как столетие образования чувашской автономии. Будут три основных вопроса. Если у вас какие-то появляются вопросы конкретного характера, то, пожалуйста, их пишите. С удовольствием на них отвечу. Только мне, конечно, будет, если что, мне их озвучат, эти вопросы. А так у меня сегодня будет три основных проблемы. Первая – это национальная политика российского государства в первой трети XX века. В нашем случае это не совсем корректно поставлен вопрос здесь, потому что мы будем говорить не о том, какую национальную политику проводило само государство, не только об этом, но и что непосредственно сами народы российского государства желали в своем дальнейшем развитии и во взаимоотношении между государственной политикой и ту политику, которую вели уже на местах. Почему первую четверть 20 века, потому что в 1525 году уже образуется Чувашская автономная республика. То есть я и хочу дойти и до этого контекста, как раз наша первая треть затрагивает. Второй вопрос. Зачем чувашскому народу нужна была своя автономия? Ну, тоже как раз, опять-таки, вопрос, что такое автономия, государственность. Вообще часто потому что спрашивают, а что такое вообще автономия? Какие формы бывают автономии? Тоже разберем. И третий вопрос, тоже посвященный как раз нашим юбилейным событиям. Это декрет в ЦИКа Истонаркома РСФСР образование Чувашской автономной области 24 июня 2020 года. Я сейчас его буду сегодня рассматривать не в контексте того, что как оно к нему подходили, а в контексте того, что в чем его историческое значение. То есть в ходе развития оно стало определенным своим очередным этапом, который привела потом к дальнейшей государственности в 2025 году. Вот. Такие у нас темы. Если какие-то еще дополнительные темы, то, пожалуйста, пишите. Посмотрим, рассмотрим. Я специально взял с собой ноутбук, могу обратиться к необходимым документам уже при такой необходимости, если появится. Итак, первый вопрос. Что такое национальная политика вообще какого-либо государства? В таком многонациональном государстве, как это в начале 20 века, как Российская империя, а потом и Советская Россия, проживало большое количество различных наций, этносов, культур. Вообще своеобразие России, то, что она состоит из огромного количества различных социальных групп, которые себя идентифицируют это еще не только по экономическому, там, социальному или политическому признаку, но и конфессиональному, в том числе и этническому признаку. Для государства, для любого государства это всегда большая проблема. Как сделать так, чтобы уравновесить интересы различных социальных вот этих групп этнических, и для того, чтобы не нарушало общую целостность страны. Если взять мировой опыт, ой, я тогда сбиваюсь, как-то надо это самое, я человек очень чуткий. Если взять мировой опыт, ну, берем Европу, то сложилось несколько направлений. Такие направления, как унитарное развитие и федеративное развитие. Примеры федеративных государств, это, если брать начало 20 века, это Германия, Великобритания,
потому что там тоже Шотландия, Северная Ирландия, Уэльс, то есть у них там имеется такой принцип федеративности, конфедеративности в Соединенных Штатах, но есть и другой принцип унитарности. То есть когда государство стремится к тому, чтобы не было различных вот этих различий в государстве. Вот такой типичным примером унитарного государства можно назвать Францию. То есть она на протяжении столетия своего развития стремилась к тому, чтобы создать единую французскую нацию, чтобы они, как правило, не отличались друг от друга. Для чего? Для того, чтобы было более стабильное государство и не было такого понятия, как межнациональные конфликты. Ну и таким государством проще управлять. Если брать российское государство, то были сторонники, конечно, и унитарного принципа, такие, что называется, имперцы там, да. То есть еще в XIX веке такая была политика русификаторская, положенная графом Уваровым, самодержавие православие народность, да, на основе русской народности. Но, тем не менее, во второй половине XIX века сложилась тенденция к тому, что все-таки к демократизации. Почему такое происходило? Потому что русские цари и будущие руководители понимали, что если не учитывать интересы различных национальных групп, то, во-первых, это будет приводить к розни между друг с другом, и в дальнейшем и распад государства, и гражданская война, и все остальное прочее. И поэтому и Российская империя на последних своих годах, ну и потом тем более Советская Россия, они уделяли внимание для того, чтобы максимально минимизировать такие конфликтогенные темы для различных национальностей. Поэтому шли навстречу, если брать наш чувашский случай, наш чувашский вариант, случай, то как раз в конце XIX века это, конечно, поддерживали Симбирско-чувашскую школу, курс Ивана Яковлева. Конечно, у него были и противники, и доброжелатели, это, условно назовем их сторонники унитарного, единого, православного русского населения, такие тоже это были, то они не очень были популярны, и периодически они выигрывали в разных направлениях. То есть брали, когда реванш, и такие демократически настроенные, и такие имперски настроенные. Российское государство в начале XX века она представляла себе очень пестрый этнический состав. Она сильно отличалась по своему характеру, и можно выделить такие две разновидности народов, как окраинные и внутренние народы. Окраинные народы – это те, которые на окраине русского государства, начиная от Финляндии. Финляндия тогда входила в состав Российской империи, Прибалтика, Польша, Белоруссия, Украина, Кавказ. Ну и там среднеазиатские государства. Внутренним народам нерусского населения относились народы такие, как Среднее Поволжье с многочисленным, это чуваши, татары, мордва, марийцы, коми, потому что они не контактировали с другими государствами, ну и народы Сибири и так далее. Это российское государство в отношении различных народов проводило разную политику. Почему? Потому что, как правило, сложилась такая тенденция, что у окраинных народов была тенденция к тому, что они были склонны к отделению от государства. То есть они создать свою независимость и отделиться от государства. Почему они такую политику? Ну, это самый типичный пример, это Финляндия, Польша. Украина была и так, и так. Кавказ, он отделяться не особо не хотел, но, по крайней мере, они хотели получить свою политическую независимость и входить в состав России. Да? В первую очередь касался это грузины. Грузины – это редкие случаи для народов Российской империи, которые вошли в добровольный состав, потому что для них было опасно отделяться, они попадут тогда под угрозу завоевания Османской империи. Почему некоторые народы были склонны к отделению? Это Польша, еще раз повторю, Финляндия. Потому что, во-первых, они имели раньше свое независимое отдельное происхождения. И вторая основная причина то, что их непосредственные соседи проводили политику к тому, чтобы их отделить от российского государства. То есть из них сделать либо буфер, в крайнем случае между ними Финляндия, это Швеция, к Польше относились другие государства европейские. Украину тоже, в частности, также пытались из нее там сделать отдельное государство, проводили. Румыния, в частности, очень сильно содействовала тому, чтобы развивать украинское национальное движение вплоть к отделению. А на Кавказе такое направление было развито на отделение среди азербайджанцев, то есть среди тюркского населения, мусульманского населения.
тем более это были достаточно богатые территории, бакинская нефть, это был достаточно большой фактор. Закавказские мусульмане содействовали тому, чтобы мусульманские народы объединялись между собой и вместе выступали за свое историческое будущее политическое. В отношении внутренних народов специфика немножко другая, потому что не было таких вот беспокойных и соседей беспокойных, во-первых, соседей, которые будут помогать и вкладываться в это дело, и поэтому у них несколько была другая программа. Вот теперь я уже перехожу к тому, что теперь, собственно говоря, сами они хотели. Да? В России сложилось таких два больших народа, которые проводили такую политику, они вообще не стремились к территориальной обособленности. Потому что в основном основная подавляющая масса национального движения, она стремилась либо к полному территориальному делению, как я сказал, Польша и Финляндия, либо к политической обособленности, то есть оставаться в составе одного единого государства, но территориально быть практически независимым. Это как в Соединенных Штатах. То есть штаты — это мы привыкли, сейчас штаты — это просто непонятно что, а state — это с английского языка это переводится как государство, и полное название это не просто штаты, а Соединенные Государства Америки. То есть как вот Европейский Союз сейчас нынче существует, как единое экономическое, и в том числе даже во многом политическое пространство, то многие государства, многие территории это так и хотели. Если брать наше Среднее Поволжье и Приуралье, то типичным сторонниками территориальной автономии это башкиры. Почему? Потому что исторически они тоже в добровольном составе в российское государство практически вошли, и очень на больших правовых основах, то есть у них сохранялась своя большая независимость, но в XVIII веке ее очень сильно ограничили, и это башкирские территориалисты, они всегда строили национальную политику на том, чтобы воссоздать свой независимый Башкортостан в составе российского государства. То есть вопрос об отделении там практически не ставился. Если брать наш Среднее Поволжье, сторонниками территориальной автономии были марийцы. Почему? Потому что их не такое большое население, а в Заволжье, особенно в этих территориях, у них территории большие, где населены, это коренные марийские территории, и тем более ресурсами богатые, это как и древесина, так и звери, меха и прочие, там, которые богатство этим богаты. Если брать Российскую империю в целом, вот я всегда говорил, что существовало два таких народа, которые были принципиальными сторонниками не территориальной формы, а экстерриториальной, то есть культурной формы автономизации. Что это такое, сейчас я объясню. Это чувашский и еврейский. Почему? Вот они на протяжении всего начала 20 века и первого года и советской власти они были всегда сторонниками экстерриториальной культурной автономии. То есть не создавать свою отдельную территориальную автономию, а построить на местах с их проживанием условия для национального, культурного, духовного развития. То есть в первую очередь это школа, национальная школа, то есть вне зависимости, например, еврейский народ проживает в Иркутске в достаточно большом количестве, чтобы там были еврейские школы, чтобы они могли получать, дети могли получать образование на своем языке. Для чего это нужно? Потому что это для сохранения как раз вот этничности, своих культурных, духовных скреп, что называется. Дальнейшее, чтобы они могли принимать участие в региональном управлении, в региональном движении, что там происходило, именно как представители этого народа. В том числе такой же чувашский был. Но сейчас евреев мы трогать не будем, а вот в Среднем Поволжье были такие два народа. Это чуваши и казанские татары. У казанских татар интересно сложилась ситуация, что там были сторонники как территориальной автономии, так и экстерриториальной, культурно-национальной автономии. В связи с чем? Направление культурной национальной автономии у казанских татар началось еще в начале 20 века, когда они начинали создавать свои духовные союзы. И в первую очередь они строили не этническом, не национальном признаке, а на конфессиональном. То есть это проходили как мусульманские съезды, единение мусульман. А создавать мусульманам свою территориальную автономию как-то невыгодно, потому что мусульмане раскиданы по стране, и в том числе и за миром, и поэтому лучше создавать такие экстерриториальные органы управления, которые это могли сделать.
В 1917 году состоялось два больших всероссийских мусульманских съезда. Первый съезд в мае 1917 года принял решение о том, что надо создавать территориальную автономию, но это было сделано под влиянием как раз закавказских мусульман. Но уже в июле 1917 года наши поволжские мусульмане, они заявили о том, что они дальнейшее будут строить по культурному, национальному культурному принципу, в частности конфессиональному принципу. Они создали свое уже экстерриториальное мусульманское правительство. О, Господи, забыл название. Милли Меджилис. То есть своего рода как мусульманское правительство для всех мусульман по всей России. Вот такую же позицию занимали же и чувашское национальное движение в начале 20 века, и в 17 году, и в 18 году. Чувашское движение было поставлено на том, чтобы для чего им нужно было вот эта автономия. Перехожу ко второму вопросу. Зачем чувашскому народу нужна была автономия? Они для деятелей того времени, для всех практически без исключения деятелей начала 20 века было характерно стремление к именно культурной форме автономии. То есть не создавать небольшую Чувашу. Если создавать, потому что часто говорят о том, что Тимофей Николаев Хури говорил о том, что надо создать Чувашскую республику, его даже называли это президентом Чувашской республики, но просто понимать, что он имел в виду территорию практически Среднего Поволжья и Приуралья. То есть это немножко, то есть на местах вообще всего проживания чувашского народа. И это немножко такой, для тех времен это было даже не то, что, как сказать, это больше не эпатажное такое движение, да, но как вектор направления, куда можно было бы стремиться. Но то, что был получен в 2020 году, это не совсем отвечало тем настроениям, которые желал чувашское национальное движение в начале 2020 году. Сразу забегая вперед, я позитивно отношусь к образованию Чувашской автономной области в 2020 году, потому что в чем его историческое значение, об этом еще скажем. То есть это положительный и хороший знак. Но тем не менее, до 2020 года практически, еще раз повторяю, все национальные лидеры стояли на принципе культурной автономии. Теперь немножко подробнее, что же это себя значит. То есть я уже вкратце вначале сказал, то есть это если брать уже применительно к советскому периоду, то в чем выражалась культурная автономия? Например, в 2018 году это четко выражено в протоколах. Да? То есть советские учреждения на местах, в властях, уездах, губерниях, они пускай будут сохраняться, пускай будут сохраняются, но при них еще будут работать в властях, уездах, губерниях и во всероссийском масштабе дополнительные еще учреждения, которые будут представлять интересы чувашского народа в первую очередь в духовном плане, это культурном, потому что нация это в первую очередь этнос, это в духовной сфере, это позиционируют себя они. Но в том числе и социальные, экономические, отчасти и политические. То есть прямо в протоколах так и звучит, что советы пускай выполняют политические функции, а вот эти экстерриториальные культурные органы, они будут выполнять уже культурные функции, поэтому называется культурная автономия. То есть они почему государству, не только советскому, но и другим, такие, вот и сейчас, и поныне, такие формы, они не совсем желательны. То есть сейчас в международной практике, в национальной политике такие формы не приняты. Почему? Потому что фактически получалось, что начиналось дублирование одних и тех же вопросов двумя учреждениями. То есть если брать, например, возьмем, например, сегодня нашу Чувашскую республику, то будет Министерство образования чувашское, которое будет обслуживать интересы многонационального народа Чувашской республики. И отдельно еще будет существовать Министерство чувашского образования. То есть они фактически будут пересекать, это двойные расходы, растраты и по
по мере того, как вот в физике, как принято, каждая сложная система, она стремится к упрощению своему, чем проще, тем надежнее, то и любое государство будет стремиться к тому, чтобы вот эти дублирующие организации, одни вот это центровые подчинить себе. То есть немножко, может быть, путано, вот немножко не хватает обратной связи, насколько путано, вот сейчас у меня объяснил. О, вопросы есть, да? Прошу рассказать о международной реакции в 20-х годах прошлого века о создании национально-территориальных образований в России. Хорошо. Какие картографические материалы о национально-территориальных автономиях России 20-30-х годов прошлого века известны? Я на них, это в рамках третьего вопроса отвечу на эти вопросы. Угу. Вот. То есть культурная автономия, еще раз говорю, то, что это стремление создать при государственных учреждениях свои еще культурно-национальные учреждения, которые будут защищать. Это интересно. Если брать конец 17 года применительно к чувашскому и татарскому, казанскому татарскому населению, то в декабре 17 года проходили совместные совещания создания, провозглашения так называемой Волжско-Уральской республики, Волжско-Уральского штата. И по резолюциям, как раз вот, если брать резолюцию, как все это, был там Шараф, руководитель этого коллеги, который занимался образованием, и он выступал, что где, каких в Волжско-Уральском штате, где превалирующее население будет сохраняться, то там уже будут создаваться учреждения, то есть будут сохраняться общегосударственные учреждения и культурно-национальные. Ну, надеюсь, на это пока остановлюсь, иначе мне придется долго еще все это объяснять. Перейдем дальше. А зачем это нужно было чувашскому народу? Ну, это понятно, для того, чтобы это и государство нужно, и народу нужно, потому что вот такие... Вообще государство – это не просто территории с каким-то определенным населением, а с населением, которое имеет определенные свои социальные, культурные, политические, в том числе экономические традиции. Если она не будет иметь своей духовной традиции, то это население, оно не будет, собственно говоря, являться таким полноценным населением. Вопрос стоит, на каких принципах надо объединять это население. Если строить унитарные это принципы, как я который говорил в начале, то есть всех заставить одинаково думать, рассуждать, говорить на одном языке, молиться одним богам, то это, наоборот, приведет к распаду. И поэтому шли навстречу к интересам населения. Теперь несколько слов о советской национальной политике. Советская национальная политика, она относилась к социалистическим и вообще уважительно к интересам таких вот различных народов, то, что у них это нужно сохранять. Но они изначально поставили вопрос для того, что своеобразие национальной, часто у нас вот этот момент не понимают, потому что советская национальная, ленинская национальная политика, она была не построена на том, чтобы создать множество различных субъектов таких национальных республик. Если читать работы Ленина по национальному вопросу еще до революционного периода, то там четко из марксистско-ленинской философии вырастало о том, что должно быть создано единое мировое государство, пролетарское государство, которое построено на принципах интернационализма, то есть не будут какие-то либо государственные перегородки. Так, мне кажется, я начинаю опять в частности подать. Вот мне кто бы меня это тормозил. Оль, ты как понимаешь, о чем я говорю? Или кто-нибудь из зрителей понимает? Вот, конечно, вот этот онлайн, я впервые онлайн выступаю, вот этого не хватает. Все-таки закончу с национальной политикой советского государства. Я об этом уже много раз говорил. Для ленинской национальной политики, когда они говорили о праве нации на самоопределение вплоть до отделения, это не шла речь о том, что нужно создавать национальные республики по стране.
То, что были созданы национальные республики, автономные областя и прочие автономные учреждения, это не благодаря тому, что это было изначально так запланировано, а оно формировалось по ходе развития самого государства. Как Ленин называл этот процесс «живое творчество народных масс». Для чего, что из себя представляет вот этот знаменитый ноябрьский декрет о праве нации на самоопределение? В чистом виде это очень хорошо видно на примере Финляндии. Финляндия, она всегда стремилась к отделению, созданию своей отдельной государственности. Что-то еще вопрос есть, да? Хорошо. Видно, например, Финляндия. Вот она всегда стремилась, но она хотела все это сделать по закону. То есть и в ленинской политике у него четкий побел. Для чего мы поддерживаем право на самоопределение какого-то либо народа? Только для того, чтобы национальный пролетариат смог победить национальную буржуазию. Вот такой это конечный итог. И потом, то есть, если национальная буржуазия настраивает против советского государства своих рабочих, своих трудящихся. Например, вот финны говорят, что эти злые русские, финская буржуазия говорит о том, что злая Россия, злые русские, нас хотят поработить, нас всегда хотят держать в экономической зависимости, эксплуатировать и все остальное прочее. И финские рабочие поддаются на эту пропаганду и с оружием в руках идут защищать интересы финской национальной буржуазии. И поэтому Ленин говорил, что нужно дать этим финским рабочим отделиться, для того, чтобы они уже без России пожили какое-то время и смогли образовать свое государство, и в ходе которого они поняли, что эксплуатируют на самом деле их не Россия и не русские, а своя национальная буржуазия. И после этого они устроят, опять-таки, новое восстание против своей национальной буржуазии, свергнут свою финскую буржуазию, и после этого они присоединятся на добровольных началах уже к советскому государству, потому что вместе им так будет лучше. Почему я назвал пример Финляндии? Неспроста, потому что как раз заключался в том, что в декабре 2017 года советское правительство поддержало идею Финляндии отделиться, но уже весной 2018 года в Финляндии началась гражданская война. То есть это красные против белых. То есть финские рабочие подняли восстание против финской буржуазии, трудящиеся, но исторически так пошло, то, что национальная буржуазия подавила это восстание, и финские рабочие не выиграли. Да, то есть этот план не сработал. Для чего я этот пример привожу Финляндии применительно к нашей территории. В отношении внутренних народов изначально не предполагалось образование никаких таких территориальных автономий, как республика. Часто начинают говорить, а как же знаменитое обращение, вот эта декларация о праве нации на самоопределение. Дело в том, что в этой декларации о праве нации на самоопределение существует 4 пункта. О праве нации на самоопределение вплоть до отделения, ну, там потом 2-й, 3-й – это свободное развитие. И 4-й пункт стоял, что национальные меньшинства этнографическим группам свободное развитие. Здесь нужно четко понимать разницу в логике национальной политики советского государства, разницу между что такое нация, что такое национальное меньшинство, этнические меньшинства. Под нациями понимались народы, которые прошли буржуазный этап развития, у них есть достаточно своя национально развитая промышленность, это национальный пролетариат и это пролетарские партии. Только по таким критериям я считал, что это нация, и она имеет право на самоопределение. Пожалуйста, читайте работу Ленина и Сталина до революционного периода, там об этом четко написано. Народы Среднего Поволжья при Урале, они априори автоматически под это определение не попадали, потому что не было своего национально развитой промышленности, своей буржуазии. Были купеческие, например, у мусульман такие слои, или такие феодальные, но это относилось не к буржуазному этапу, а к феодальному этапу.
То, что Советская Россия пошла на образование республик, это было вынужденным. Вынужденно она признала образование Башкирской Советской Республики в марте 1919 года. Почему? Потому что в то время была гражданская война, и основная часть башкирской армии, которая самоорганизованная башкирская армия, они к этому времени уже имели негативный опыт отношений к советской власти, они перешли на сторону, ну, условно говоря, белогвардейскую. Но это пришедший Колчак сказал, что не будет вам никакого Башкортостана, он сторонник унитарной России, единый, неделимый. Их оттолкнул от этого, а Совнарком пошел навстречу, и в марте 2019 года было подписано соглашение об образовании Башкирской Советской Республики. Это запустило процесс, толчок для создания других республик. Чем эта республика отличается от обычных других образований, вот, например, от автономной области? То, что в республике повышенное количество, это фактически республика предполагает уже практически полное политическое самоуправление. Это не только это духовное, экономическое, социальное самоуправление, но в том числе и политическое. То есть эта республика – это определенная форма такая уже практически государственности. Когда советское правительство шло навстречу башкирским и потом дальнейшему преобразованию республики и автономии, то она предполагала, что произойдет такой же это вариант, как и изначально, вот я говорил, например, Финляндия. То есть, чтобы национальные пролетариаты, национально трудящиеся разочаровались в своих там правителях и уже вошли, слились в едином порыве с другими государствами, с другими образованиями советского государства, Союз Советского государства. Это такой процесс, он так, наверное, долго придется. У нас время сколько сейчас? Это мне сокращать нужно было. 40 минут уже, да? У нас 20 минут осталось. Ближе к нашему ситуации, к специфике нашего чувашского народа. К вопросу. Зачем чувашам нужен был автономия? Для того, чтобы, во-первых, сохранить свою этническую, социальную общность в дальнейшем. Создать условия для того, чтобы вот это население... Самое главное... Так, сейчас... Как это лучше, короче, сформулировать? Не привык я к аудитории такой, не привык. Сейчас соберусь. Вопросы есть еще какие-нибудь? Ага. Когда много есть что сказать, вопросы, конечно, обязательно. Это в 2017 году, как я уже, сейчас вернусь немножко назад, в 2017 году было сформулировано такое, что автономия нужна в каком нам виде. В июне 2017 года было образовано Чувашское национальное общество. Оно должно стать, по мысли этих создателей, демократически настроенных деятелей того времени, своеобразным чувашским правительством и отвечать за различные направления жизни чувашского народа по всей России. Этот проект Чувашского национального общества не сработал. Почему? Потому что в октябре 2017 года произошла эта большевистская или левоэсеровская революция, и такая демократическая форма, она фактически была поставлена вне закона. Почему? Потому что Чувашское национальное общество создавалось, оно не по классовому принципу, как большевики этого требовали, марксизм требовал, или даже левые эсеры это требовали, а без разделения на бедных и богатых. Это нарушало сам принцип, и поэтому такие бесклассовые учреждения не имели шанса на существование в Советской России. В начале 2017 года, в январе был образован Чувашский Центральный военный совет Канаш, который
который состоял сначала из военных, и 35 человек в этот совет вошли, и он претендовал на управление чувашами всей России. Почему вот это военные получили такую возможность? Потому что само советское правительство подобные такие организации она тоже не признавала, не хотела, но их было вынуждено терпеть, потому что военные в основном состояли из простых солдат, то есть из трудящихся. Но сам Центральный военный совет Канаш поставил вопрос еще на съездах о том, что он должен доразвиться в полной своей мере, то есть стать не 35 человек, а 75 человек путем кооптации, добавления туда 35 представителей от крестьянства, от рабочих, от интеллигенции и прочих других чувашских организаций. Такой формат и превратится в Чувашский народный совет Асла Канаш, Верховный Совет, который бы управлял в феврале 2018 года было выпущено такое положение об Асла Канаш, то есть у него там было 8 отделов, начиная как раз и политические, и военные, экономические, и здравоохранение, естественно, культурно-просветительские эту функцию выполняло. В феврале такое направление было сделано, но советское правительство это, естественно, такие не особо признавало и настояло на том, чтобы, если вы хотите формировать свои правительства, то они должны быть построены по классовому принципу. Нашли выход из этой ситуации. Чувашские вот эти лидеры разделились, так называемые, на правых и на левых. Правые, которые обладали большинством, потерпели свое историческое поражение, когда более энергичные левые, это, которым руководил Дмитрий Петров-Юман и Александр Краснов, они захватили имущество правых чувашских деятелей, то есть, которые были настроены антисоветски, строятся, чтобы не по советскому принципу, не по классовому принципу, а по демократическому, которое было положено на принципах этого временного правительства, февральской революции, которую они называли Великой, и принципов временного правительства. А вообще советские учреждения они не признавали, потому что нужно было, чтобы они управлялись земствами. Но, тем не менее, вот эти чувашские левые, они смогли свой дальше проект продвинуть, и в марте 2018 года они образовали Чувашский социалистический комитет, в будущем потом Левосоциалистический комитет, и самый главный такой орган, который потом положил большую основу для дальнейшего развития чувашского народа, уже автономизации в составе Советской России, это комиссариат по чувашским делам Казанской губернии, который возглавлял Александр Ильич Краснов. В апреле 2018 года они сделали попытку того, чтобы советское правительство, то есть представитель Наркома Ленин и Нарком по делам национальности Сталин признали Казанский комиссариат по чувашским делам в качестве всероссийского органа, который бы защищал бы интересы, отстаивал бы интересы чувашей всей России. Был направлен делегат на встречу с Лениным, со Сталином, это был Даниил Ильмень. С Лениным по какой-то причине встретиться не удалось, пока неизвестна эта причина, но он неоднократно встречался со Сталиным. В ходе этих разговоров со Сталиным было принято решение Даниила Ильменя о том, что 27 апреля 2018 года вышло положение о том, что об образовании чувашского отдела, то есть Сталин согласился признать, как всероссийский орган всех чувашей, который представлял бы, то есть реализовать принципы культурной автономии, но не в Казани на базе Казанского комиссариата по чувашским делам, а на основе своего подведомственного учреждения Наркомата по делам национальности РСФСР. При Наркомате по делам РСФСР был образован чувашский отдел, опубликован в газете «Известия» 27 апреля, и в принципе это можно комментировать это событие как первое признание советского государства, легитимизация уже автономии чувашского народа в составе Советской России. 27 апреля 2018 года было заложено для создания культурной автономии для чувашей всей России. В чем она заключалась? То, что при Москве был чувашский отдел, который уже в различных губерниях, Казанской, Симбирской, Уфимской, Самарской, Саратовской
и в том числе там потом Иркутская, там, Тюменская, это были образованы подотделы, которые управлялись этим чувашским делом при наркомнации. Поэтому можно сказать, что уже в 2018 году культурная автономия в России была учреждена. Насколько она эффективно действовала, конечно, уже вопрос сложнее. Почему? Потому что условия гражданской войны, естественно, денег недостаточно, всех основных работников этих подотделов, в том числе самого заведующего отдела Ильменя, призвали на фронт в 2019 году. Ильмень там был ранен. То есть, представляете, да, то есть была создана сеть по всей стране, и их практически потом все этих работников призывали в Красную армию, где многие там из них, там, естественно, не вернулись. Почему нужно было, в чем, теперь перехожу к третьему вопросу, в чем историческое значение декрета Ленинского в 2020 году? Если я говорю, что уже фактически культурная автономия, она сохранялась по всей России, она сохранялась такая, ее основные принципы вплоть до 30-х годов, они еще многие эти подотделы сохранялись и действовали. Но, тем не менее, ленинская политика, она строилась на том, что вот эти экстерриториальные культурные организации считалось неприемлемым. И нужно было создавать уже территориального принципа. Была построена на образование. Поэтому вот и как бы это делали по примеру башкир. Так было ограничено среди казанских татар было тоже несколько направлений. Там был, в частности, такой деятель, как Султан Галиев, это 19-й год, который вынашивал планы создания, он сам, это можно его отнести к пан-исламистскому направлению, но с таким коммунистическим пролетарским характером. То есть не прежним таким религиозным, а таким, то есть объединить всех трудящихся мусульманского Востока, начиная от Египта до Индии. Да? И он тогда стоял на принципах создания Татаро-Башкирской республики, но по логике и всем уже было понятно, что он уже создавал единство мусульман не только Татаро-Башкирского региона, но и в том числе и Средней Азии, и, возможно, его за пределами. И поэтому ленинскую политику это не устраивало, и Ленин дал команду о том, чтобы проекты Татаро-Башкирской республики прекратить. В декабре 2019 года было издано специальное постановление Политбюро РКББ, то есть агитацию прекратить. И в январе дал такое указание, что давайте создавайте свою отдельно татарскую республику. И в начале 2020 года началось создание Татарской республики. И уже образование Чувашской автономной области, оно исходило непосредственно из логики дальнейших этих событий. Ранее чувашские деятели выразили свое согласие, чтобы была образована Чувашская трудовая коммуна в составе Татаро-Башкирской республики, но с непосредственным подчинением Москве на правах губернии, чтобы их там территории были. Но теперь уже такая политика уже не могла. То есть новый проект ленинский по решению региональных проблем фактически надломила прежнюю экстерриториальную культурную систему, которая сложилась в течение нескольких где-то лет за последние годы. И приходилось искать новую форму уже автономизации. На республику у нас не претендовали, она была нежелательна, потому что, как я вам говорил, что в самом начале образование маленького размера Чувашской республики с перенаселенностью, с маленьким количеством ресурсов, а республика – это значит самоуправление. То есть они полностью берут на себя экономические, социальные трудности, это проблемы. И вот часто задают вопрос, почему Ильмень отказался в июне 2020 года от образования сразу же Чувашской республики. Я уже давно по этому поводу уже говорил, несколько раз выступал и на некоторых своих лекциях об этом говорил, то, что это не входило в интересы чувашских деятелей, потому что, во-первых, это больше половины чувашского населения оставалось за пределами чувашской, это уже территориальная автономия. Во-вторых, то, что маленькой Чувашии с ее перенаселенностью и с
с очень ограниченными ресурсами достаточно, ну, по сравнению. Да, то есть у нас республика достаточно богатая, но сельскохозяйственная, но с ресурсами не очень, то она не способна будет себя экономически содержать. И поэтому такой вариант автономной области показался многим приемлемым. Чем принципиально отличается автономная область от автономной республики? То, что республика, она решает свои экономические проблемы самостоятельно, а область, она живет за счет этого общегосударственного бюджета. То есть вот я часто в своих работах и в своей диссертации, в монографии этом говорил, что положение трудовой коммуны, оно носило в основном свой преимущественно экстерриториальный культурный характер с некоторыми элементами территориальной автономии. Меня в этом упрекают и говорят, что нет, как может быть, это же там, это чисто территориальный проект. Сейчас я не буду доказывать, я специально я взял, здесь у нас в библиотеке есть знаменитая книга, которую часто ее все используют, вопрос расширения территории Чувашской автономной области и преобразования в автономную Чувашскую социалистическую советскую республику. По ней вообще нужно отдельную лекцию устраивать, потому что здесь очень много интересного материала. И хотел бы обратить на такой материал, который был подготовлен 24 ноября 2024 года. То есть здесь она из себя представляет как обращение к президиуму Всероссийского Центрального исполнительного комитета. Его составили представители Чувашской автономной области, это Шевле, Сергей Коричев, Иванов, Томасов, Илларионов и Лев Лукин. То есть они как раз здесь обосновывают о необходимости расширения Чувашской автономной области и перерождения уже ее в автономную республику. И вот они здесь сами дают оценку того, что было в 2020 году было сделано. Вот они пишут. В 2020 году о возможности восстановления капиталистических отношений никто не думал. В том числе и чуваши не считали нужным считаться с тем, что в образуемой Чувашской автономной области нет ни промышленных, ни культурных центров. Для народного образования, здравоохранения и так далее получали тогда средства из общегосударственного котла. Ни о каком местном бюджете не думали. Совершенно другой теперь. То, что было в 2020 году нормально, теперь совершенно не отвечает требованиям жизни. Что же там изменилось? Еще в 2020 году в Советской России была политика военного коммунизма, то есть уравнительно-распределительной системы. И образование Чувашской автономной области, она хорошо в этом отношении вписывалась в эту систему. Почему? Потому что там уравнительно-распределительно она уже исходила не потому, что как сам вот этот субъект, регион, сам себя сможет прокормить, а потому, то есть по количеству жителей распределялся ресурсы. Если у нас здесь высокая плотность, перенаселенность населения, то, соответственно, за счет общегосударственного бюджета здесь можно получить более повышенную, то есть на уровне уже других регионов страны, то есть одинаково. И таким образом можно было бы развивать и решать экономические и социальные проблемы. Но в 2021 году все сильно изменилось. Советское государство отошло от политики военного коммунизма и перешло на новую экономическую политику. Что она означает? Это каждый регион сам занимается самообеспечением. То есть прежняя система, она себя изжила, она уже была не способна, потому что автономная область, она не обладала даже таких рычагов и ресурсов именно административных ресурсов, рычагов для того, чтобы распределять здесь сейчас ресурсы, которые имеются в регионе. Поэтому был поставлен вопрос о том, что, во-первых, нужно получить самостоятельность, то есть преобразоваться в республику, и, во-вторых, экономически стать более дееспособным за счет двукратного увеличения территории Чувашской автономии. Это знаменитый проект Большой Чувашии со столицей в Симбирске. Здесь карты нет. Исходя из этого, потом, то, что ситуация изменилась, началось движение к тому, что создание Большой Чувашии, и оно была преобразована Чувашская автономная область, была преобразована в апреле 2025 года в Чувашскую автономную Советскую Социалистическую Республику. Об этом это рассказ уже другой, но сейчас в завершение, наверное, все-таки надо ответить, в чем же историческое значение образования Чувашской автономной области.
в июне 2020 года. Если мы, как я сказал, что исходя из логики моего сейчас нынешних рассуждений, можно понять, что Чувашская автономия прошло 3 основных этапа. Это апрель 2018 года, когда образовался Чувашский отдел при Наркомнадзоре с сетью своих подотделов в губерниях страны. То есть была реализована такая уже схематическая основа для культурной автономии с финансированием из государственного бюджета. Дальше потом июнь 2020 года такой что-то промежуточный вариант, потому что там решался вопрос с Татарской республикой. И окончательно уже вышли у нас напрямую в 2025 году. И можно здесь уже говорить не только об автономии, но было уже построено как государственный принцип. То есть уже это повышенный статус как союза государств. Вот как Советский Союз уже существовал, уже в 22 году был создан, там, да, то есть это Советский Союз, он как союз государств. Автономные области тоже хотели же получить такой статус, они его, можно сказать, и во многом, потому что в Конституции Чувашской автономной республики она была написана, что она государство. То есть она, в чем уже исторические значения июньского декрета Ленина, который там где был создан? Конечно, оно оказалось недолгим, его результаты были, скажем так, вот с экономической, социальной точки зрения, может быть, не особо значимые, но большая значимость в таком идеологическом значении. В том плане, что впервые уже не в рамках Наркомнадзора, а в рамках уже ЦИКа и Совнаркома РСФСР была институализирована Чувашская автономия уже с очень большим повышенным количеством. То есть он становился уже не просто как этот отделом Народного комиссариата по делам национальности, а становился уже равноценным субъектом общегосударственной деятельности. Хоть оно и такой формат уже через год себя уже исчерпал, уже стал нежизнеспособным, но тем не менее была заложена вот эта юридическая основа для того, чтобы была создана полноценная чувашская автономия в дальнейшем государственности. Вот. Как-то, наверное, вот так на этом точку поставим, да? Время 12? Или у нас еще немножко времени есть? Отвечая, сейчас вкратце отвечу на вопрос. У нас только 2 вопроса поступило. Угу. Так, прошу рассказать о международной реакции в 20-х годах прошлого века о создании национально-территориального образования в России. Ну, применительно к Чувашской республике, мне тут прям очень хочется, конечно, рассказать, что одна из причин, почему так это ускоренно и не совсем, может быть, продуманно была образована Чувашская автономная область в июне 2020 года, которая не совсем решала многие экономические проблемы, и многие там тоже вот такой и раскол среди чувашского движения оно привело. Оно было связано во многом к тому, что Советской России в 2020 году нужно было создать хороший, благоприятный международный имидж того, что как решаются. Если они провозгласили, что территориальная автономия это хорошо, замечательно, как, например, Башкирия, потом это Татарстан и Чувашская область, то здесь очень читается и международный аспект. В том плане, о чем я говорю. В июле 2020 года в Москве, в России проходил второй съезд, конгресс Третьего интернационала. То есть приехали коммунисты со всей Европы, Швеция, Болгария, Англия и многие другие государства. И они их просто по стране и возили, и показывали, как как замечательно, я без иронии это говорю, то, что решаются национальные вопросы. Они были в июне и в Чебоксарах, сразу после провозглашения Чувашской автономии. Они были и в Казани, и, естественно, на них это произвело очень большое впечатление. То, что в России учитываются интересы других национальностей. В дальнейшем, наверное, это событие, которое в советское время почему-то стали редко вспоминать,
Ну, наверное, это было связано с тем, что вообще просто... Почему? Потому что вот этот проект Второго конгресса Третьего интернационала в 2020 году, он же строил на том, что сейчас нужно будет сделать опять бросок на всю Европу, чтобы освободить новую попытку пролетарской революции, но она провалилась в Польше. В Польше была Красная армия разбита, и освобождение от европейской буржуазии не состоялось. Но, тем не менее, международное признание, то, что международной прессе, международным этим вниманию попали вот эти наши образования, татарские, чувашские, башкирские, и они были положительные, позитивные. Вот. Уже в 20-х годах Чувашская республика выезжала на международные конкурсы, в частности, вот известно, что была знаменитая международная выставка в Париже. Год, сейчас я ошибусь, это конец 20-х годов. И там была представлена экспозиция от Чувашской республики, где был построен специально чувашский дом, крестьянская изба. Очень много было вышивки, поразило международную общественность. Во многом, чтобы это поразило, то что как раз вот чувашская национальная вышивка, потому что она очень самобытная, своеобразная, очень глубокая и очень высокохудожественная. Вот, то есть приходилось такие встречать, то что, ну и в 20-х годах был образован Чувашкино, то есть начал выпускаться во второй половине 20-х годов чувашский кинематограф, было снято 6 картин, художественных картин, несколько документальных, они произвели огромный фурор, впечатление по всему миру. В частности, известно, что был и не только по всей России прокат чувашских фильмов, но они тогда еще были не звуковые, а с текстами. По своему качеству они считались очень достаточно высоком уровне. Снимали не только сами чуваши, это при помощи ленинградской студии, но сценаристы и многие там наши, это наши. Ну, знаменитая фотография, это чувашская актриса Таня Юн на обложке немецкого журнала, где она, это из кинофильма «Сарпеге». Известно, что в Соединенных Штатах в Бродвее показывался фильм, в частности, «Волжские бунтари». Это говорит о высоком степени признания. Но не знаю, насколько это правда, такая говорит, легенда, говорит, это как же, что один советский журналист, это в 1945 году, после взятия Берлина, когда оказался в бункере Гитлера в 1945 году, то в бункере обнаружил там плакат, постер, где опять висела афиша с нашей чувашской актрисой Таней Юн. Что я хочу сказать? Это не то, что там немцам понравилась наша чувашская девушка, а то, что вообще сам по себе вот этот порыв в 20-е годы был очень сильно значимый. Но в конце 30-х, уже в 20-х годов его начали скручивать. Но это было связано с общей государственной политикой. То есть это как раз вот это все эти изучения местного края, там все такие вот эти движения, краеведческое, оно начало сворачиваться. Государство готовилось к мировой войне, и поэтому нужна была унификация, больше унитарный принцип. И многие, касательно чувашских фильмов, из 6, их всех уничтожили. Остался только один художественный фильм. Керемикати, «Священная роща». Очень интересный фильм. Мне очень произвел большое впечатление. И актерской игрой, и по своему содержанию. Очень характер хороший. Что еще сказать, добавить? Пока не знаю. Какие картографические материалы о национально-территориальных автономиях в России 20-30 года прошлого века известно? Не совсем я понимаю вопрос. Какие картографические материалы о национально-территориальных автономиях прошлого века известно? Это, наверное, идет речь о карте Большой Чувашии. Возможно, ну здесь надо архивы смотреть. Да, вот так. Ну что, все, пока. С удовольствием еще рассказывал
и подробнее, потому что, прошу прощения, если где-то местами сбивчиво было, просто уже материал у нас очень много, как я сказал, нужно понятийное это предполагать. Если начинаешь переходить в частности, то возникает очень много, опять-таки, недопониманий, их нужно прояснять, проговаривать, а на это нужно дополнительное время. Так что, если опять появится необходимость, пишите свои вопросы. На YouTube канале это разместят, то есть можете писать свои дополнительные вопросы. С библиотекой, может быть, уже сделаем как продолжение вот этих наших уже выступлений, где подробнее объясню то, что, может быть, сегодня удалось объяснить на примерах, на документах. Документы я их беру. Моя в чем, скажем так, вот особенность, то, что я в течение 7 лет работал в Государственном историческом архиве, где собран вот этот исторический материал. Не просто работал в читальном зале, а был сотрудником отдела публикаций, писал публикации, порядка 30 публикаций на эту тему, диссертацию на эту тему, 3 монографии по государственным силам Чувашской республики, они это известно, это самое, по деятелям. Вот надо еще напечатать еще одно там, по продолжению, там, да, то есть это уже с документами про непосредственно 17-18 год. И что хотел сказать, то что у нас огромное, колоссальное количество интереснейших документов, которые очень интересные. В советское время о них нежелательно было вспоминать, потому что там было, как я сказал, много очень антисоветского. То есть они там выступали фактически, потому что там это получается то, что выступали против ленинской и сталинской политики. Как такое? Лучше не показывать. В перестройку их тоже по другим причинам не стали, потому что они не вписались в парадигму представления о территориальной автономии, потому что у нас тогда это культивировалось очень сильно, в принципе, это территориальной государственности. Для нас это актуально и важно сейчас. Государственность, она очень нам нужна. Чувашская для того, чтобы для дальнейшего опять существования. Но все-таки нужно тоже понимать о том, что правильно давать оценку чувашским деятелям начала 20 века, которые выступали с самобытной программой, отличной от других. Как я сказал, что им схоже было только еврейского движения, отчасти мусульманского, казанско-татарского, потому что в 18 году пришли, там уже они под влиянием территориалистов попали. Вот как-то так. Не вижу реакции на совершившееся выступление, мне немножко обидно, жалко. Ну, напишите, может, у меня там есть любители поругать, пускай поругают. Так что спасибо всем за внимание, всего хорошего, до новых встреч. Что-то я в середине вообще там, меня там